Это «Актуальное интервью». Меня зовут Иван Лазаренко. Здравствуйте. Наступает летний период, а значит, вновь возникает опасность распространения сибирского шелкопряда. Только в прошлом году на территории якутских лесов он распространился более чем на 54 тысячи гектаров, и в некоторых зонах даже приходилось вводить карантин. Об этом мы поговорим сегодня с начальником отдела Рослесоохраны Иваном Кононовым. Иван Александрович, здравствуйте, приветствую вас в этой импровизированной студии. Для начала расскажите, чем занимается ваш отдел и вообще о ситуации в целом. Наш отдел занимается лесопатологическим мониторингом по всей Якутии, да? То есть смотрит за лесопатологическим и за санитарным состоянием лесов Якутии. Проще говоря, можно сказать, мы лесные доктора. То есть вы своевременно определяете очаги, где шелкопряд присутствует? Не только шелкопряд, но и другие вредные организмы для леса. Давайте поговорим о шелкопряде. Чем он так опасен и какой вред он наносит лесам? Во-первых, шелкопряд, как говорят, да, сопоставим с лесным пожаром. Не просто с лесным пожаром, а с верховым лесным пожаром. Потому что после объедания, полного объедания шелкопрядом лиственницы, да, может лиственница полностью погибнуть. В прошлом году, то есть, объела полностью, в этом году объест полностью. То есть после этого вот этих лесов у нас уже не будет. То есть, если после пожара лес еще как-то может самовосстановиться, да, то после шелкопряда там после шелкопряда все уже будет сухостой. Но если вспомнить прошлый год, то на территории каких районов была самая неблагополучная обстановка, и есть ли уже какие-то прогнозы по распространению на этот год? В прошлом году нами было обнаружено очаги в Намском, Якутском и Хангаласском, да, районах на общей площади 215 тысяч гектаров, более 215 тысяч гектаров. А в этом году у нас вегетационный период только начинается, то есть твоя лиственница только распускается, только потеплела. Вредитель у нас из подстилки только выходит, сейчас он находится уже на стволах деревьев, на кроне. Он еще не начал ничего объедать, не начал распространяться, поэтому территория пока такая же, как в прошлом году. Но если этот вредитель настолько страшный, какие наиболее эффективные меры борьбы существуют на данный момент? Самые эффективные меры борьбы – это авиационная обработка, то есть самолетами, да, биологическими или химическими препаратами. Другой возможности нету. Но насколько эта мера эффективна, уничтожает он ли полностью это опыление, или ученые сейчас разрабатывают какие-то новые, более инновационные, более щадящие, может, какие-то природу методы? Данный способ себя показал очень хорошо. В других регионах постоянно обрабатывать, и там 90% и более эффективность показывает. То есть это, можно сказать, самый эффективный превентивный метод, чтобы остановить распространение шелкопряда. Кто должен вести мониторинг зон, за чьи деньги это должно делаться? Это все-таки республиканский бюджет или здесь должны быть какие-то федеральные средства предусмотрены? Мониторинг ведем мы, для этого есть специальный отдел. В прошлом году у нас людей было очень мало, 4 человека, которые ездили в лес всего лишь по всей территории Якутии большой. В этом году у нас штат прибавился. И кроме нас, конечно же, за своим лесом должны смотреть работники лесничеств, что там у них происходит, потому что они все равно бывают в лесу, смотрят и могут, конечно, увидеть там, что появился новый вредитель, сообщить департамент лесного хозяйства, они уже нам, и дальше уже решаем, что, как делать. Кроме сибирского шелкопряда, какие есть еще вредители, в последнее время, может быть, появившиеся, которые угрожают якутским лесам? И кроме шелкопряда сибирского был у нас заречье чахлоногая лиственничная даурская, но она, можно сказать, только портит эстетический вид. От нее деревья, насаждения особо не погибают. А также в прошлом году, кроме шелкопряда, еще присутствовал листоверка лиственничная была. Она тоже объедает хвою, тоже не такой опасный, как шелкопряд, но вредитель тоже. А вот ситуация, если, не дай бог, но все-таки лесные пожары у нас начнутся, то дым от них, когда уходит в соседние
скажем так, лесные массивы, он каким-то образом влияет на шелкопряда или ему абсолютно все равно? Шелкопряду сибирскому дым, не дым, ему абсолютно все равно. И холода тоже. Разве что, если лето будет влажным, пасмурным, то это может как-то повлиять. А когда вот сухое лето, у него возобновляется вспышка. То есть плодовитость более большая. Последние года у нас, последние 3 года, да, более засушливые. Прошлый год очень засушливый был, да, поэтому вот у нас вот наблюдается вспышка сибирского шелкопряда. А может быть тогда как одна из мер это вызов каких-нибудь искусственных дождей, они как-то спасут ситуацию, или это все-таки должно быть очень все-таки природно, очень сильно влажно? Я думаю, природа должна, потому что мы используем же вызов дождя при тушении пожаров, и то особо Эффекта не помогает, наблюдается, да, поэтому это мера. насчет шелкопряда это уже не то. Но вот кроме того, что после того, как шелкопряд нанес урон, невосполнимый урон лесам, которые уже не могут самовосстановиться, какие еще опасности в себе может таить такая ситуация? Кроме того, как деревья погибнут, да, насаждения погибнут, может еще оттайка линз вечной мерзлоты может произойти, потому что хвоя будет объедена, деревья сухие, и уже прямые солнечные лучи будут подогревать землю, и под этим воздействием будет происходить заболачивание местности. А также, если территория будет очень обширная, да, если мы, как сказали, там 250 тысяч гектаров и больше, то если на всей этой территории усохнут леса, то возобновление леса будет тоже очень медленным, потому что откуда вот прилетят семена, да, можно сказать. Если вот делянка маленькая тут вырубили, то из соседнего леса тут семена выпали и все как бы возобновится. А если на обширной территории все усохнет, то облесение вот этого участка будет очень долгим. Ну и вот в этом плане такой вопрос. Мы сейчас находимся на Вилюйском тракте, недалеко от дач, 13, 14, 15, 16 километр. Как владельцам дач, может быть, какие-то меры предпринять, чтобы на своих участках обнаружить этого шелкопряда и каким-то образом попытаться его уничтожить? Потому что, ну вот если вы говорите, распространение идет семимильными шагами, то дачи недалеко и могут пострадать. Как здесь быть? Ну, во-первых, скажу то, что шелкопряд сибирский объедает хвойные деревья, то есть если у вас там березы и все такое, то особо опасность не грозит. Если у вас там лиственница, ну не дай бог кедр, то да, их надо как-нибудь уберечь. Если лед будет, да, то есть в июне гусеница будет окукливаться, потом полетит бабочка и уже распространяться. И на этих деревьях она будет откладывать яйца, оттуда уже спустится. Тут уже снизу, вот на дачном участке особо ничего не сделаешь. Но они зимой спустятся в подстилку. Шелкопряд у нас зимует в подстилке на земле. И сейчас они как раз выходят. После оттаяния снега они выходят. И как метод борьбы можно использовать клеевые полоски на деревьях. На дачном участке тут ограниченное количество деревьев, 5, 6, 10, мало же. Это не целый лесной массив. Поэтому прямо на стволе можно нанести клей, либо зонтик сделать, чуть кору содрать и зонтик вот такой из пластика или с чего-нибудь сделать и прикрепить на стволе, чтобы гусеницы снизу из земли наверх не вышли, чтобы не обели крону. Так можно спасти там Ну, почти 100%, несколько, да? деревьев можно спасти. То есть лучше никакую химию там не искать. Такие простые бытовые способы, они более эффективны будут. Я думаю, да, если деревьев мало. Весной сразу вот сделать вот такие вот ловушки, можно сказать, и все. Но вот если говорить об этой проблеме в целом, то расскажите, кто должен вести постоянный мониторинг за шелкопрядом, как должно происходить взаимодействие между разными структурами, расскажите о том, как Рослесоохрана взаимодействует, допустим, с республиканскими какими-то властями и с лесническими хозяйствами, как вот происходит именно взаимодействие.
Так, можно так сказать, да? За лесами нашей республики, да, за лесным фондом нашей республики следят, можно сказать, все лесники, да? Среди них есть вот департамент лесного хозяйства, который относится к Министерству экологии и природопользования лесного хозяйства, да? И есть конкретно мы, которые конкретно занимаемся вот санитарным и лесопатологическим мониторингом. Мы это кто? Федеральное бюджетное учреждение Российский центр защиты леса, да? Есть у нас филиал Рослесозащиты, Центр защиты леса Республики Бурятия. Вот этот Центр защиты Республики Бурятия, оно смотрит за Республикой Бурятия и за Республикой Саха-Якутия. У нас в Республике Саха-Якутия Центра защиты леса нет, но у нас есть обособленный отдел вот от этого Центра защиты леса Республики Бурятия. Отдел защиты леса и лесопатологического мониторинга по Республике Саха-Якутия. И мы взаимодействуем вместе вот с нашим департаментом по лесному хозяйству. То есть занимаемся этой проблемой мы и они все вместе, можно сказать. А расскажите, а вот сколько времени проходит с того момента, как перезимовала гусеница под снегом, очнулась, заползла на дерево, превратилась в бабочку, улетела и отложила яйца на новом дереве? Вот этот цикл сколько занимает? Этот цикл занимает у данного вредителя 2 года. Он живет 2 года. То есть начнем с того, что бабочка прилетела на дерево, откладывает яйца. Из яйца уже потом вылупляются маленькие гусеницы. Это первый год, да, вот это в июле. В июле появляются маленькие гусеницы, они остаток вот этого лета кушают. Потом в сентябре, в октябре, когда станет холодно, они спускаются на землю, перезимовывают, выходят вот в мае, выходят, и все лето они будут уже кормиться. Они в бабочку не превращаются. Целый год они целое лето будут кормиться, расти, питаться вот этой хвоей, нашими лесами. Потом опять спускаются, и на 3-е лето они снова выходят, уже обильно набирают рост, вес, подготавливаются к окукливанию. И в конце июня они превращаются в куколок, и уже из них вылетают бабочки. И вот 2 года уже прошло. И вот этот период, когда они превращаются в бабочек, они распространяются на очень большие площади, потому что у них есть крылья, и они уже новые территории захватывают. Уже на новых местах, где не было раньше очага, они там откладывают свои яйца, и уже на следующем году там будут вот эти шелкопряды. Вот так они очень быстро распространяются. А если, допустим, обнаружен какой-то очаг, ну, небольшой, локальный по территории, то некая санитарная вырубка леса вокруг даст ли какой-то эффект, или это нужно вырубать очень большую территорию, чтобы, ну, скажем так, бабочка не смогла долететь? Ну, во-первых, скажу то, что с сибирским шелкопрядом санитарной рубкой не борется. Невозможно. Это если стволовые вредители, то можно санитарную вырубку сделать, а шелкопрядом надо бороться по-другому. Если локально на маленькой территории, ну, я не знаю, выловить их, что ли. Обычно, ну, такого не бывает, оно распространяется на большие территории, потому что они есть везде, можно сказать, есть. Когда она в фазе кризиса, их мало, она везде есть. А когда вот наступает благоприятное время, да, вот это засуха, естественных вредителей нету, и начинается уже вот вспышка, она начинается быстро размножаться. Вот так. Иван Александрович, я благодарю вас за эту беседу, желаю вам плодотворной работы и всем нашим жителям, чтобы этой напасти было поменьше в этом году. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». О ситуации с сибирским шелкопрядом в этом году нам рассказал Иван Кононов, начальник отдела Рослесозащиты. До встречи в эфире.